инструмент. Головастик, в принципе, он легкий. Ребята, всем привет! Сегодня мы едем на озеро, чтобы подготовить лед для питья и заготовить на зиму. Возьму с собой этот старенький прицеп. И что в этом году новое? Я вчера сделал на скорую руку за 5 минут из старых труб вот такую приспособу. Вот эта приспособа нам должна помочь вытаскивать лед из проруби. Как все это делается, мы посмотрим, попробуем, хороший ли этот метод или наш метод старый лучше. Вот поедем и посмотрим. Патрик еще не утеплен. Сегодня утром, кстати, минус 37 где-то. Морозное утро. Сейчас мы едем на озеро. Озеро находится отсюда в 5 километрах. Здорово. Здорово. Василий тоже едет со своим сыном на озеро. А тут у нас образовалась пробочка. Вот тут на реке стоит водовозка. Сейчас он закончит загрузку, и мы сможем поехать на наше озеро. Приехали на озеро. Вот стоит Степан на буханочке. Кстати, ребята, совсем забыл сказать, что у меня вчера исполнилось мне 40 лет. Уже 40 лет. Мне в качестве вашего подарка поставьте лайк к этому видео. Это для меня будет лучший подарок от вас. Степан Николаевич пилит лед дружбой 4. И здесь на озере жизнь кипит. Вот на той стороне. Еще вон на той стороне. Все жители нашей деревни в это время должны подготовить питьевой лед. Заготовить на зиму. Вот стоят заготовки.
Вот это старый наш метод, который мы ежегодно таскаем лед. Так называемые вот такая крюки железные, когти. Вот супруга Алексея Роза тоже таскает тяжелый лед. Дети, женщины, все помогают, все работают. Зима, как видите, уже пришла, и время утеплять машину. А вы до сих пор колхозите решетку всякими утеплителями. А я нашел одно решение и заказал себе вот такой утеплитель решетки радиатора. Ничего себе, такой логотипчик. Кожзаменитель хорошего качества. Шито все ромбиком. Внутри, как видите, теплый войлок. С таким утеплителем радиатора ваша машина в наши лютые морозы не будет мерзнуть. Вот так мы красиво все быстренько поставили. Любой логотип, любое имя можно написать на ваш утеплитель. Так что, ребята, если хотите красиво утеплиться, обращайтесь к ребятам. Автогрейд ЕКТ ждет вас. Чистить снег вот, со льда. Сверху остается куски льда, там воды, снега от бензопилы. И вот надо очищать, чтобы она не замерзла. Сейчас толщина льда примерно, я вам скажу, 23 сантиметра. 23 сантиметра. Мы уже успели взять вот столько. Получается, мы берем на 4 дома. Сегодня с нами Алексей со своей супругой, Степан Николаевич. Так, насчет вот этой штуки.
теперь про минусы вот этого устройства. Я вот тут сварил балку. Оказывается, вот эта балка идет как бульдозер, как грейдер, и очень сильно тормозит. Вот эту балку надо сделать сверху где-то. Можно вот тут, можно вот сюда, чтобы выше вот этой трубы было. А так штука рабочая, хорошая, вытаскивать легко. Еще бы лучше было бы, если бы она хорошо скользила. Пока что она не скользит из-за того, что вот эта балка ее тормозит. Вот. Поедем скоро на обед. Я быстренько это распилю и сварю сверху. Потом посмотрим. А так лед сам по себе очень-очень хорошо скользит. И не трудно ее так таскать с этой штукой. На обед. У нас обеденный перерыв. Загрузили на багажник буханки и еще взяли один прицеп. Один у меня прицеп обычно хватит до Нового года. И в течение зимы до весны я раза 3 так таскаю лед. Мы сегодня должны подготовить на всю зиму лед и даже на лето, хотя бы наполовину лета. Весь лед мы занести домой не можем, потому что там нужно подготовить большое место, где надо хранить. У меня такого нету, поэтому я зимой помаленьку таскаю вот на этом маленьком прицепе к себе и к родителям. Кто-то оставил тут прицеп. Наверное, та Нива, которая перед нами ехала. Вот у прицепа нету ходовой, ну как бы она жесткая, без мостов, без пружин, и хлипкая конструкция развалилась. После обеда мы сейчас поедем на второй рейс, будем еще добывать, подготовим, и в конце тоже привезем лед домой. Я вот эту штуку назвал экстрактором льда из проруби. Вырезал и сварил вот тут сверху. Вот так она должна скользить хорошо. Еще сделал вот такой инструмент. Этот инструмент нам должен помочь для поднятия льда, для поставки его в вертикальное положение. Обычно вот такие инструменты делают с регулировкой, а у нас
Этот инструмент мне нужен только сегодня. Потом можно будет переделать. Сварил вот такую кусочек трубы. Другой конец я вот так сделал, чтобы она заходила под лед хорошо. И потом, чтобы вот с помощью вот длинного рычага можно было поднимать тяжелые льды. Толщина льда у нас где-то вот тут. И я ровно сделал под толщину льда, который сейчас мы будем брать. Времени в этом году что-то вообще нету. Смотрите, как окно покрылось инеем. Я даже не успел нормально подготовить к зиме. Скоро сделаем видос. Получается, нам надо закрыть боковые стекла 5 пленкой и поставить двойную лобовую. А спереди я уже нацепил намордник вот такой клевенький с эмблемкой. Вот там у меня получается эмблемка сбоку. Осталось только сделать тату на лбу. Сейчас попробуем вот этот новый инструмент. Он хорошо работает. Просто руками поднимать очень тяжело, скользко. Вот с этим инструментом гораздо легче. После апгрейда этой сани хорошо идут, хорошо скользят, ничто ему не мешает уже. А? Брахпудова? А? Брахпудов? Здесь у нас авария. Машина провалилась. Провалилась машина в лед передними мостами. Сейчас мы Василием на 2 лебедках попробуем его вытянуть. Не знаю, получится, не получится. Динамкой тут работать тоже опасно. Лед. Я специально остановился перед вот этим пеньком, чтобы заякориться. Головастик, в принципе, он легкий. Два троса Т+. У меня на лебедке нейтралки нету. Она плохо работает, поэтому приходится вот так разматывать. Ага. Так, на 2 лебедках. Тянем, потянем. Идет, идет, идет. Ага. Остановилась. Не идет, динамка тянется. У меня все. А, нигде.
Это твой пинган. Aku boleh di tempat. Раз, два, три. Minta turun. Tohtam değil. Kendi düştü. Koyuyor. Kendi düştü. Так на гору это. Готово. Раз, два, три. Эмбаты дура. Betul. Раз, два, три. Oku. Раз, два, три. Идет потихоньку, что-то прыгает. Почему он подпрыгивает? Batal Лед проваливается. Выходи. Тормозин хали мен өлі. Я таптырет. Вышел? Ура! До Таллина. Казалось бы, машина спасена, но опять проваливается, когда он дошел вот почти до берега. Оказывается, с этой стороны лед очень-очень тонкий. С той стороны, там, где мы берем лед, там лед 30, 20, почти 30 сантиметров, 25. А он холба мери? Холба мери он? Опять что ли сел?
Такая у нас заготовка льда. На опасный лед выходить нельзя. Но УАЗы, как всегда, справились с задачей сложной, нелегкой. Лебедки на пределе вытянули.